Всем привет, с вами Темиров Лайв. В апреле к нам в Кыргызстан приезжал премьер-министр из африканской страны Того. Почему? Обсуждать инвестиции или внедрение современных технологий? Исключено. Того – бедное проблемное государство, в котором у власти уже как 20 лет диктатор. Так зачем чиновники из далекой Африки навещали Бишкек? Уверены, что и вам интересен ответ на этот вопрос. В итоге мы решили провести собственное расследование. И небольшое напоминание. Если вы работаете с чувствительной информацией или просто хотите защитить свои данные от слежки, используйте KG-VPN. Это VPN для безопасности пользователей, журналистов и всех, кто ценит приватность в сети. Так вы можете поддержать и нас. А если вы хотите напрямую оказать нам финансовую помощь, то найдите нас на Патреоне и сделайте пожертвование. Все ссылки в описании. Полюбуйтесь на эту милую парочку. Учтивые беседы, красивые пейзажи, хлеб, борсоки, дружеские объятия. Придворные Токмо-Акыны восхваляют визит африканского гостя. Geliniz konuk geliniz, gelseniz sıylayt elimiz. Ardayım dayar siz üçün, Alato bizdin törübüz. Может, мы зря грешим на этих почтенных господ? Вдруг и впрямь речь идет о перспективном экономическом сотрудничестве. Вот на кадрах два лидера счастливо улыбаются. Так что же объединяет их, кроме нищего населения? Давайте проверим в Минюсте, какие компании из Того зарегистрированы в Кыргызстане. И действительно, такие есть. Целых одна. Но, вероятно, какая-то очень крупная и щедрая. Скоро узнаем. Компания из Того называется А7 Африка. И это действительно известная в мире организация. Только ее известность весьма специфическая. Структура создана с одной целью – для обхода России санкций. По сути, А7 Африка – это часть преступного синдиката. Именно из-за него недавно Кыргызстан попал в 20-й пакет санкций Евросоюза. Напомним, что перекрыты поставки современной аппаратуры и станков с программным управлением. Под ударом оказывается даже генпрокурор, экс-глава Нацбанка и бывший шеф Госфиннадзора. Почему? А все из-за беглого олигарха Илона Шора и его криптосети А7. Потому что во главе всей этой преступной схемы находится именно Илон Шор. Первыми под санкции Евросоюза попали Кереметбанк и Капиталбанк. При этом президент решительно опроверг помощь Кыргызстана в обходе санкций, наложенных на Россию. Более того, он уверял, что сотрудничество с Шором очень полезно для страны. Мол, будь то Илон Шор или Илон Маск, если хотят приехать в нашу страну и заниматься бизнесом, пусть приезжают. Не стоит делать из этого трагедию, говорил он. А спустя год последовали новые санкции и новые оправдания власти. А7 жанагы эме бизде жүгүртүлбөйт. Негизи биздин банктарга арыздоосун коюп атпайбы, силер ошол крипто менен иштеп криптого эметесиз. Биздин мыйзам боюнча бир да банк крипто менен иштегенге акысы жок. Отуруп иш-чараларды иштеп чыкканбыз. Биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Любой компаниянын ишмердүүлүгүн токтотконго, аларды чектөөгө, бирок далил болуш керек. Негизги далил болуш керек. Далил берген жок. Далил берген жок. Чиновники Кыргызстана уверенно заявляют нам, что доказательств деятельности компании А7 в стране нет, но факты говорят об обратном. На кадрах открытия одного из офисов А7 в Нигерии. Вроде бы видны только российские представители. С важным видом они подписывают какие-то документы. Все чинно и благородно. Но на фоне всего этого трудно не заметить наш кыргызстанский флаг. Почему? Ведь речь идет о сотрудничестве между Россией и Нигерией. Казалось бы, при чем же тут Кыргызстан? Некоторое время назад Центр журналистских расследований CIR
провел расследование. Согласно его результатам, компания А7 начала свое расширение в Африке еще в сентябре 2025 года. Но не просто так. Юридической базой для этой экспансии был выбран Кыргызстан. В Минюсте этот факт и зарегистрирован. Поэтому в сентябре 25-го в Бишкеке и открывают представительство двух фирм А7 Африка и А7 Нигерия. Деятельность этих компаний в документах не видно, называется прочими финансовыми посредничествами. Учредителями выступают иностранцы, нигерийцы Чидибере Эммануэль и Аджаере Идосу Тосу. Создается видимость строительства международного бизнеса, а на самом деле Кыргызстан превращается в полулегальную ширму для теневых операций. So we thank everyone for coming to the delegations from Russia and to our team in Nigeria. Thank you very much. Журналисты CIA также рассказали, что еще в январе 2026 года менеджеры сети А7 тайно посещали Республику Того, а в марте начали искать там регионального менеджера. И спустя месяц, в апреле, на частном самолете в Бишкек с официальной миссией прибывает сам премьер-министр Республики Того Фор Эсозимна Гнасингбе. Тем временем 29 апреля подписывается ряд важных соглашений. И самое интересное из них – договор о сотрудничестве в сфере цифрового развития и информационных технологий, а также о защите инвестиций. После этого Садыр Джапаров везет гостя из Африки на Иссык-Куль, показывает национальную игру Кокбару и лично катает его на внедорожнике. Выглядит мило. Но теперь мы знаем подоплеку этого сомнительного шоу. Власти говорят, что у них нет доказательств, но мы их видим в реестрах Минюста, в совпадающих датах визитов и в списке учредителей подставных фирм. Пока Садыр Джапаров показывает гостям Кокбару, наша страна становится соучастницей глобальных преступных махинаций. И из-за этих теневых махинаций Запад уже наказывает весь Кыргызстан, внося отечественные компании и банки в черные списки. Выводы делайте сами. Делитесь этим видео, чтобы как можно больше людей узнали правду. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Темиров Лайф. Поддержите нас на Patreon. Почему это важно? Ваша поддержка дает нам возможность продолжать независимые расследования и рассказывать правду, несмотря на риски. Как подписаться? Переходите по ссылке прямо на нашу страницу в Patreon Темиров Лайф. Выбирайте удобный уровень подписки. Ваша поддержка – это вклад в правду, а бонусы – просто приятное дополнение. Заполняйте данные карты или выбирайте PayPal. Подтверждайте и готово. Вы помогаете нам продолжать борьбу за правду. Поддержите независимую журналистику, ссылка в описании.